Служба ГОЧС Республики Тыва предупреждает, неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии. Безопасность начинается с тебя. Служба ГОЧС Республики Тыва. Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Тува-24, в студии Инна Клоян. Сегодня вы узнаете о главных событиях этого дня. Короткий обзор выпуска. В региональном правительстве обсудили стратегию государственной поддержки развития тувинского языка. В каком детском саду Кызыла открылась национальная юрта? В Кызыле проходят дни Завханского аймака. В Туве прошли соревнования ко дню тренера. 29 октября компания «Тыва-Связинформ» исполнилось 80 лет. Одно из национальных достояний Тувы также празднует свое 80-летие. Летом прошлого года была утверждена стратегия государственной поддержки развития тувинского языка, которая направлена на сохранение родного языка и его внедрение во все сферы жизнедеятельности республики. В региональном правительстве обсудили, каких успехов удалось добиться и в каком направлении необходимо дальше продвигать этот вопрос. Об итогах совещания смотрите в нашем материале. 9 лет назад впервые республика отметила 1 ноября как День тувинского языка. В преддверии праздника в правительстве Тувы прошло заседание по обсуждению стратегии родного языка. Региональные власти прикладывают максимум усилий для его сохранности. Языковая политика и языковое планирование в республике должны быть включены в большинство региональных программ в сфере образования, культуры, науки, информации и поддержки гражданских инициатив. Мы должны четко осознавать, что будущее тувинского языка во многом зависит от нашей коллективной воли, убежденности и настойчивости. Чтобы добиться этой цели, и была разработана в прошлом году стратегия тувинского языка, после чего ведомства получили определенные поручения. Это коснулось в первую очередь регионального Минобра, которому была поставлена задача по расширению программы изучения родного языка во всех образовательных учреждениях. В системе дошкольного образования изучение тувинского языка реализуется в рамках примерной образовательной программы по развитию родной тувинской речи «Тюрендовом». Программу изучает около 20 тысяч человек, или 80% от общего числа воспитанников тувинской национальности. В школьном образовании родной язык как самостоятельный предмет изучают более 45 тысяч человек. И вопреки общему мнению, у нас в школах отводится 5 часов на изучение тувинского языка, то есть достаточно хороший уровень для поддержки тувинского языка. Помимо имеющейся учебной литературы, на текущий момент по поручению главы Тувы ведется активная работа и по разработке учебников на родном языке для обучающихся начальных классов. На текущем этапе уже подписан контракт между Институтом развития национальной школы и Республиканским Минобром, а также и с красноярским издательством. Издательство «Офсет» уже нашло все необходимые материалы, тоже бумаги, они уже заказаны и уже готовы. Мы надеемся, в конце ноября, в начале декабря мы уже получим поставку в Министерство образования и более 38 тысяч учебников, это вот общий тираж, они будут переданы согласно тем спискам, собранным по образовательным организациям, и мы надеемся, что они будут лежать уже на партах в конце года. Помимо упора на образовательную программу, стратегией предусмотрено и увеличение числа учителей, которые смогут обучать тувинскому языку и литературе. В республике наблюдается сильный дефицит данных кадров. Тем не менее, работа ведется. В Туве данному ремеслу обучают в 3 образовательных организациях, где с каждым годом открывают все новые профили.
В 2020 году открыты профили родной язык литературы, иностранный язык, монгольский язык, заочная форма обучения. Это у нас идет чередование с русским языком литературы. То есть если мы в 2020 году приняли родной язык литературы и иностранный монгольский язык, в 2021 году русский язык литературу. Вот в такой форме мы чередуем. Их всего в настоящее время обучается 51 человек. В следующем году мы выпустим именно этого профиля учителей 24 студента. На заседании затронули и тему совместного использования русского и тувинского языков в обществе. По недавним исследованиям ученых ТИКПИ, из 8 организаций Кызыла, которые используют родной язык в своих вывесках, в 5 содержатся грубые орфографические ошибки. Стоит отметить, что это касается не только частных предприятий, но и государственных, а какие-то и вовсе не содержат информацию на тувинском языке. Если на название частных заведений действие закона не распространяется, то порядок оформления текстов с наименованием государственных органов и учреждений законом регламентируется. Чаще всего они действительно дублируются на 2 государственных языках, как прописано в законе. Однако не все государственные учреждения имеют наименование на тувинском языке. Допустим, вот есть 2 примера по улице Кочетова и Уина Курседи. Это Национальная библиотека и Республиканская больница номер 1. У них только название на русском языке. И у государственных, и это можно рассматривать как нарушение действующего законодательства. Большое внимание уделяется и цифровизации. Помимо уже внедрения родного языка в Яндекс.Переводчик и создания тувинской клавиатуры, в следующем году для населения будет доступна и умная колонка, которая по аналогу Яндекс.Алисы будет вести диалог на родном языке и озвучивать тувинские аудиокниги и песни. Арлана Байду, Буян Монгуш, Ангар Кужукет, телеканал Тува-24. Ко Дню тувинского языка в республике проходят различные мероприятия, одно из которых состоялось в одном из столичных детских садов. Воспитатели, родители и воспитанники столичного дошкольного учреждения под номером 28 приняли участие в открытии новой тувинской юрты. Для каких целей была она построена, смотрите далее. 1 ноября отмечается День тувинского языка, и сегодняшнее открытие тувинской юрты воспитатели детского сада номер 28 Кызыла посвятили именно этому празднику. Ведь тувинское традиционное жилище – это символ тепла и уюта, местечко, где дети будут дружить, учить и развивать тувинский язык, традиции и обычаи. Традиционно открытие началось с разрезанием символической ленты. Воспитатели детского сада уверены, что здесь будет царить атмосфера любви и творчества. Юрта станет местом для игр и чтения, местом, где будут проводить не только занятия для детей, но и встречать национальные праздники, такие как Шага, Надым и не только. Добавим, что юрта была построена еще летом прошлого года, но полностью закончить ее удалось только в этом году. Родители рады этому событию. Наш сын Саридар Сабудай ходит в детский сад номер 28. От лица всех родителей благодарим наше руководство, наших воспитателей, что с малых лет прививают наших детей к тувинским традициям, тувинской культуре, обучают тувинскому нашему языку. И сегодня, в такой знаменательный день, в открытии национальной юрты, мы пришли праздновать со своим сыном. В дошкольном учреждении отметили, что вся традиционная утварь была приобретена благодаря общим усилиям. Я благодарю гостей, родителей и воспитателей наших детей за то, что пришли сегодня на открытие прекрасной тувинской юрты в 28-м детском саду. Действительно, мы любим и ценим наш родной тувинский язык. Благодаря ему мы разговариваем друг с другом, живем. Язык – это бесценный дар, который отражает жизнь народа, основы его культуры. Язык – это символ народа. Как в тувинской пословице «Кижи полуру чажиндан, а полуру кулунундан». Человек становится с детства, а конь вырастает из жеребенка. Таким образом, открытие тувинской юрты в детском саду позволит детям на один шаг стать ближе к тувинской обычаям и культуре. Инна Клаян, Батыр Базан, Самнан Иргит, телеканал Тува-24.
Никто не любит стоять в живых очередях, толпиться в душном помещении часами и даже не быть уверенными, что сегодня сможешь завершить запланированные дела. Но если вы желаете получить услугу по замене водительского удостоверения, оформлению или снятию вашего автомобиля с учета, то сейчас доступна электронная запись на прием в ГИБДД. О том, как эффективно работает новая система приема граждан, расскажет наш корреспондент. В Кызыле в рамках общественного контроля за деятельностью оказываемых услуг полиции общественники посетили регистрационно-экзаменационный отдел. Члены регионального общественного совета при МВД России познакомились с условиями приема граждан и осмотрели помещение места ожидания. Значит, мероприятие связано с оценкой деятельности МРО ГИБДД, как оказываются государственные услуги в подразделении, все ли граждане удовлетворены работой наших сотрудников. Сейчас на услуги действует онлайн-запись. Посетителям больше не нужно стоять в очередях, достаточно просто пройти регистрацию на сайте госуслуг. На портале водители могут подать заявление на регистрацию своих автомототранспортных средств, получение или обмен водительского удостоверения, выбрав удобную для себя дату и время посещения. Перечень государственных услуг межмуниципального межрайонного отдела ГИБДД по МВД по Республике Тыва входит это в первую очередь регистрация автомототранспортных средств, прекращение регистрации автомототранспортных средств, затем обмен, выдача водительских удостоверений, а также прием экзаменов на право управления у будущих водителей по различным категориям. Также можно прибыть в подразделение госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время. Раньше все, кому нужно было получить водительское удостоверение или поставить автомобиль на учет, много часов ожидали своей очереди. Большое количество людей находилось в одном небольшом помещении ГИБДД, теперь в этом необходимости больше нет. Конечно, по итогам мы в прошлом году тоже проверяли, и в этом году тоже проверяли. Здесь по плану мы проверяем, как регистрируют транспортные средства и выдача водительских удостоверений. Вот сегодня успели проверить регистрацию транспортных средств. Сам начальник, он тоже объяснил, с людьми тоже, автовладельцами тоже общались. По бытовым условиям улучшения есть. Прошлый год еще планируется капитальный ремонт данных помещений, где находятся граждане. Граждане перестали стоять в огромных очередях, приходят в назначенное время либо по заявлению, поданному через госуслуги, либо по талону по предварительной записи. Предоставление услуги занимает максимум 1 час. Что хорошего, глубина сейчас тоже очереди, которые в прошлом году ажиотажно была, в этом году составляет на 4 часа. То есть такой большой очереди нету, люди ждут, таких больших замечаний со стороны людей нету. Но есть пожелания, конечно, граждан. Отметим, что система предоставления услуг госавтоинспекции продумана до мельчайших деталей. Например, на портале госуслуги записаться на прием можно на ближайшее время, а длительность ожидания приема не превышает 5 рабочих дней. Айсу Мангушна, Чиножек, Миранэргит, телеканал Тува-24. На прошлой неделе региональная госавтоинспекция в целях обеспечения безопасности переорганизации и осуществления пассажироперевозок, профилактики правонарушений и недопущения ДТП с участием общественного транспорта провела оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». За один день было проверено 20 транспортных средств категории «Д». В результате проверок выявлено 6 нарушений правил дорожного движения. Так, при проверке 42-летнего водителя транспортного средства марки Ford Transit по оперативно-справочным учетам госавтоинспекции установлено, что водительское удостоверение категории «Д» для управления пассажирским транспортом мужчине не выдавалось. При проверке транспортного средства по базе территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Тыва установлено, что на данное транспортное средство отсутствует лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров. Сегодня в Верховном Хурале Тувы начал работу обучающий семинар для вновь избранных глав муниципальных образований. Он будет проходить в 2 потока. О том, какие темы были затронуты на обучении, знает Айсу Мангуш.
Обучающий семинар для вновь избранных глав муниципальных образований начался с обозначения целей и задач в работе. Председатель Комитета Верховного Хурала по государственному строительству и местному самоуправлению Людмила Смоловская коснулась вопросов ситуации в стране и взаимодействия Тувинского парламента с органами федеральной и региональной власти, в том числе и с хуралами представителей муниципальных образований. Самое главное, конечно же, нам нужно рассказать им, научить, как эффективнее построить работу на местах. Конечно же, среди них есть и опытные уже коллеги, которые не первый год в политике, но таких меньшинство. Поэтому сегодня спикеры будут у нас из разных сфер, начиная от спикеров от территориальных органов федеральной власти, от прокуратуры Республики Тыва будет счетная палата. Председатели всех парламентских комитетов выступят и расскажут о том, какие проблемы в республике на сегодняшний момент наиболее актуальны и как мы совместно будем дальше их решать. Интенсивное обновление федерального и республиканского законодательств диктует необходимость повышения качества принимаемых муниципальных нормативных правовых актов, повышения эффективности взаимодействия органов между прокуратурами районов и органами местного самоуправления в сфере нормотворчества. Чтобы новые главы выстроили именно эффективную работу, прежде всего правотворческую. Мы же понимаем, что хуралы-представители – это прежде всего нормотворческий орган представительный. Поэтому вообще законодательство сбалансированное, эффективное, оно невозможно без активного участия в ней муниципалитетов. Потому что именно муниципалитеты приближены к народу, к земле, и именно им виднее, как ту или иную проблему решить. Это очень важный, нужный семинар для нас, депутатов избранных. Там выступают все начальники комитетов, и вот эти вопросы очень нужные. Также выступили председатели парламентских комитетов, рассказали о функциональных обязанностях и планах работы подразделений законодательного органа, в том числе с муниципальными образованиями. Были сделаны акценты на актуальные законы, которые разрабатываются в парламентских чтениях. Айсу Мангушна, Чиножах, Самдамиргит, телеканал Тува-24. В Кызыле проходят дни Завханского аймака. В Центре тувинской культуры прошло торжественное собрание, а также развернули различные мастер-классы, в том числе по старомонгольской письменности. Напомним, что в этом году между правительством Тувы и Завханским аймаком Монголии было подписано соглашение о сотрудничестве. Пункты соглашения, которые были подписаны между правительством Тувы и Завханским аймаком Монголии, уже начали реализовываться. Для организации мероприятий в рамках Дней Завханского аймака в Кызыл прибыла делегация. Это почти 60 человек. В их числе официальные лица, представители бизнеса, туристы, а также специалисты культуры. Отметим, что соглашение предусматривает укрепление сотрудничества в разных сферах. По итогам 2023 года весь товарооборот у нас через контрольно-пропускной пункт на границах, а всего их у нас три, да, Хандагайт, Саганталой и Шарасуржи есть. Хандагайт, основная доля лежит на, нагрузка лежит на Хандагайте, КПП Хандагайта, и там 92% всего оборота. Для того, чтобы развить наше сотрудничество, нам нужно в первую очередь это артерии для экономики, это дороги, да, и монгольская сторона в этом году провели торг и будут реконструировать дорогу протяженностью 156 километров от Улангома до Хофт-Аймака, да, чтобы проложить одну из цепочек нашей дороги Евразийского транспортного коридора до Урумчи. Это первый момент. Второй момент, в эту сторону, в сторону Сагандалгоя, у них тоже 159 километров грунтовой дороги есть. Они тоже приняли решение и утвердили проект на реконструкцию с 2025 года автодороги между Арцур, который у нас на границе, да, Арцур и Сумоном Немерых. В Туве дни Завханского аймака пройдут в течение 2 дней. Сегодня в программе концерт, мастер-класс по старомонгольской письменности, национальным играм, а также по изготовлению различных изделий из шерсти. Этот материал, что чистый бараний шерсть. Бараний шерсть чистает, и потом получается кашемир, бараний кашемир. Волос все убрали, осталась бараний шерсть. И вот такого машину процесс
сделать, потом получает материал. Когда холодный, они будут, потому что материал шерсть, и тогда будет теплее. А когда теплее, они будут холодные. Один из членов делегации представил народное творчество из кожи. История кожевенного ремесла в его семье продолжается уже несколько поколений. Основные знания были переданы от дедушки. Кожа из коровы немножко твердая, а из коза мягкие. Из коровы сделает лошадный инструмент какой-нибудь для лошади. Много разных сувениров можно сделать. Конечно, можно сделать сумки еще. В рамках соглашения весной следующего года уже в Завханском Аймаке также пройдут Дни Республики Тыва. Айра Сачайханунгакьян, телеканал Тува-24. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января следующего года вырастет до 22 440 рублей. Рост минималки составит 16,6% или 3158 рублей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Увеличение затронет порядка 400 миллионов работающих граждан, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это, например, уборщицы, гардеробщики, повара в школах, санитары в больницах, приводил примеры спикер в ходе рассмотрения этого вопроса в Госдуме. Ранее глава государства поставил задачу увеличить указанный показатель поэтапно, каждый год. К 2030 году размер МРОТа должен вырасти до 35 тысяч рублей. То есть зарплатный минимум предстоит поднять более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Величина МРОТ автоматически влияет на размер больничных, декретных выплат, отпускных и командировочных и, конечно, минимальной зарплаты. Таким образом, повышение коснется практически всех работающих граждан. Выплачивать сотруднику зарплату ниже установленной суммы нельзя, даже если у работодателя возникли серьезные финансовые трудности. Важно, что надбавки и премии, выплаты за особые условия или результаты труда и другие поощрительные выплаты в минимальную зарплату не входят. Кроме того, россияне, оформившие жилищный кредит до конца 2024 года, освобождаются от уплаты НДФЛ с материальной выгодой, которая возникла в связи с экономией по процентам. Соответствующий закон также подписал президент России Владимир Путин. Под новую льготу попадают кредиты на строительство или покупку жилья и земельных участков, а также их рефинансирование при условии, что договор заключен до 31 декабря этого года. Также заемщик должен иметь право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья. Данное право должно быть подтверждено налоговым органом. Материальная выгода от экономии на процентах по кредитам возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за пользование заемными средствами или взял беспроцентный займ. Согласно налоговому кодексу, по общему правилу, материальная выгода облагается НДФЛ по ставке 35%. Изменения в законодательстве вступают в силу со дня официального опубликования. Реализация масштабных научных проектов, которые являются основой для поступательного развития регионов Сибири, в частности строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Новосибирской области, находится в зоне личного контроля полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. По поручению полпреда в еженедельном режиме проводится обсуждение текущих вопросов строительства объекта, о темпе работ, числе специалистов на площадке, взаимодействии строителей и ученых, подготовке уникального оборудования заместителю полпреда Вадиму Головко докладывают представители заказчика, генерального подрядчика и субподрядных организаций. В случае возникновения сложностей совместно вырабатываются предложения и обращения в региональные и федеральные органы власти, производителям строительных материалов, поставщикам оборудования, транспортным компаниям. В настоящее время на площадке трудятся почти 2000 специалистов. Строительные и монтажные работы выполняются стабильными темпами. На площадке в соответствии с графиком начат отопительный сезон. Оборудование ускорителя, которое производит Институт ядерной физики имени Буткера Сибирского отделения Российской академии наук, готово на более чем 99%. Основного накопителя на 91%. Учеными Новосибирска и Томска ведется производство рабочих станций. В помещениях центра СКИФ специалистами планово размещается исследовательское оборудование. В частности, установлено около половины оборудования линейного ускорителя. Синхротрон СКИФ является одним из крупнейших в России проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры за последние десятилетия. Строительство объекта осуществляется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». Он станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+.
К другим темам. В России День тренера отмечается 30 октября. В честь этого праздника в Туве проводятся разнообразные спортивные мероприятия, которые организуются для того, чтобы отметить вклад тренеров в развитие спорта и подготовку спортсменов. В спортивном зале «Хейрел» собрались лучшие тренеры региона. Это мероприятие стало настоящим праздником спорта и единства по баскетболу, футболу, дартсу, а также состоялись веселые старты, полные задора и смеха. Атмосфера была пронизана духом соперничества. Собравшиеся показали не только свои профессиональные навыки, но и командный дух. А трибуны заполнили болельщики, поддерживавшие своих фаворитов. Изъявили желание принять участие в соревнованиях 4 команды, в каждой из которых до 10 человек. Одна из команд состояла из тренеров спортивной школы Олимпийского резерва ЦСКА Тыва. Наша команда спортивной школы ЦСКА Тыва тоже участвует в этом мероприятии, в спартакиаде. И поэтому мы очень рады, что именно в таком вот формате мы отмечаем этот для нас очень такой знаменательный день, профессиональный день для наших тренеров. Ну, у нас в ЦСКА Тыва у нас 12 тренеров работает. Мы развиваем 5 видов спорта. Это все олимпийские виды спорта. Это вольная борьба, стрельба из лука, дзюдо, бокс и художественная гимнастика. Мероприятие было организовано благодаря региональному министерству спорта, а также Верховному Хуралу. Соревнования состоялись среди столичных спортивных школ, где работают выдающиеся заслуженные тренеры и не только. И, конечно же, у нас молодые тренера работают, и во всех спортивных залах, спортивных фитнес-залах функционируются, тренировки идут. И хочется от имени депутатов Урала, представителей города Кызыла, поздравить им с таким замечательным праздником. И чтобы всегда их ученики радовали, и всегда у них на работе были только успехи. И самое главное, чтобы они прославляли нашу малую родину, Республику Тыва и, конечно же, нашу любимую Россию. Такое мероприятие не только помогает укрепить связи между тренерами, но и дает возможность обменяться опытом. Завершилось все награждением, где все получили памятные грамоты и призы. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. 29 октября компании «Тыва-Связь-Информ» исполнилось 80 лет. Именно в этот день, в 1944 году, было подписано постановление Совета народных комиссаров СССР об образовании Тувинского областного управления связи. Торжественное мероприятие в честь юбилея одного из ведущих операторов связи прошло в Национальном театре. С подробностями Айра Сад. 80 лет назад для обеспечения телефонной связи Кызыла с Москвой были произведены работы по подвеске телефонной цепи на участке Минусинск-Кызыл. А 50-е годы в республике действовали уже 11 телефонных станций. 29 октября 1944 года было подписано постановление Совета народных комиссаров СССР об образовании Тувинского областного управления связи. Мы буквально в это десятилетие поняли, что мы являемся правопреемником этой компании. Поэтому решили взять за основу именно эту дату. Потому что именно с этого момента началось бурное развитие именно электросвязи. Управление связи, оно общее было. Там входила и почтовая связь, и радиовещание, и телевидение. На сегодняшний день это очень большая компания. Мы впервые собрали всех сотрудников, которые работают во всех кажунах электросвязи. Более того, мы попытались собрать ветеранов, которые работали все это время. И нас сегодня больше 500 человек. На торжественном мероприятии с приветственной речью выступил вице-премьер Олег Лукин. Сегодняшний юбилей дает возможность вернуться на пройденный путь, оценить достигнутое и наметить какие-то близлежащие долгосрочные цели движения в будущем. Хочу передать слова благодарности всем работникам компании. Ваш профессионализм и преданность делу делает значимый вклад в будущее нашей республики. От имени депутатского корпуса Тувы коллектив организации поздравила председатель комитета Верховного Хурала Белекма Мунге. В своем выступлении она отметила богатую историю компании и ее значительный вклад в развитие связи республики. С каждым годом вы совершенствуетесь, шаг за шагом покоряете новые высоты. Чего стоят только тысячи километров проложенных линий связи, подключение к сети интернет, новых школ, ФАПов, домов культуры и других социальных объектов, обеспечение качественной связи наших населенных пунктов, в том числе труднодоступных. Это огромный вклад в цифровую трансформацию нашей республики. Благодарим вас за этот добросовестный и кропотливый труд.
Лучшие работники компании были награждены почетными грамотами Верховного Хурала и благодарностями представителей Верховного Хурала Республики Тыва. Также в честь 80-летнего юбилея за вклад в развитие информационных технологий и связи вручены госнаграды поощрения главы Тувы. Глава Тувы в своем блоге поздравил ветеранов, сотрудников и руководства общества со знаменательной датой, отметив юбилей как знаковое событие в год 80-летия добровольного вхождения Тувы в состав СССР. Специалисты ТВ-связь Информ смогли вместе с партнерами выстроить новые цифровые магистральные сети, развивают телефонию нового поколения, обеспечивают важные социальные объекты доступом к широкополосному интернету, сопровождают проведение важнейших общественных и политических мероприятий, от выборов президента России до итогов государственных экзаменов в школах. ТВ-связь Информ старается предоставлять жителям Тувы самые лучшие услуги, внедряя инновации, а также адаптируясь к изменениям в мире технологий. Сегодняшние достижения – это результат труда профессионалов, преданных своей работе. Необходимо отметить, что большой вклад внесли ветераны отрасли. Я проработала в ТСИ 30 с лишним лет. За тот период, который я работала, буквально электросвязь Республики Тыва от аналоговых систем, от вообще воздушных линий связи перешла к более развитым, к цифровым технологиям. Это, знаете, это большой очень прогресс. Если в других, допустим, краях и областях они шли более медленно, то у нас в республике это развитие очень прям шло вот большими темпами. Мы одни из первых в России, которые построили цифровую электронную комбинированную станцию в 2000 году. Она дала возможность жителям нашей республики звонить во все города и за границу. За последние 5 лет общество расширило инфраструктуру, создает новые продукты и современные услуги. До отдаленных сел и районов проложили тысячи километров волоконно-оптических линий связи, тем самым обеспечив связью и скоростным интернетом социально значимые объекты. Таким образом, ТСИ активно претворяет в жизни федеральные и республиканские программы. Айра Сачай, Хандонка, Киангер Кужуке, телеканал Тува-24. И еще об одной юбилейной дате. Очень многие как музыкальные, так и танцевальные номера пополняют список Золотого культурного фонда Тувы. Один из них – танец «Звенящая нежность», который на протяжении десятилетий вдохновляет своей красотой и изящностью зрителей всего мира. В этом году ему исполняется 80 лет. Орлана Байду пообщалась с ветеранами легендарного ансамбля «Саяны» и узнала об истоках его создания. Мало кто знает, но «Звенящая нежность» стал первым танцем в программе ансамбля «Саяны», без которого не обходится ни один концерт творческого коллектива. Его создание тесно связано с известным советским артистом балета Анатолием Шатиным, который в послевоенное время приехал в Туву для поиска талантов. Тогда девочки, по-моему, их не 7, а где-то было по-разному, в разных источниках. Они танцевали. Но тогда, когда Шатин уехал, к сожалению, балетная эта труппа, которую он учил, на которую он ставил, она тоже распалась. Примерно через 20 лет вспомнили, что есть такой танец. И его стали восстанавливать. А восстанавливали его ученики Шатина. Работа началась в 1969 году. И в этом же году танец стал снова радовать своих поклонников. Свою любовь к звенящей нежности выражают и все его исполнители, для которых было честью демонстрировать танец для зрителя. Моя история встречи с танцем «Звенящая нежность» началась в 1987 году. Помню, как началась наша работа над сольной партией «Звенящей нежности». Мы работали, не покладая рук. Евгения Мычинова каждый жест, каждый взгляд, каждое движение головы, рук, ног оттачивала до совершенства. Шлифовала каждое движение. Работа над танцем была интересной. Само создание танца было приурочено к национальному празднику Надыму. Именно с этого момента он покорил сердца зрителей. Всего исполнять на сцене национальное достояние Тувы довелось 4 поколениям танцоров. Я отношусь ко 2-му поколению. Когда я приехала, танец уже был поставлен. И я даже успела с этими корифеями, ветеранами съездить гастроли по Сибири. Потом мы поехали в Москву на смотр ансамблей. И там Игорь Моисеев
подчеркнул, что это очень такой значительный танец, красивый, пластика женская, все это. Он, конечно, и костюмы, и вот эти символы он подчеркнул. Люблю этот танец, нравится, и хочется, чтобы он, конечно, жил подольше, и он будет, конечно, жить еще сколько, потому что еще нет такого танца, который мог бы так долго жить. В честь юбилея хореографической жемчужины Тувы в 16:00 2 ноября в Тув Госфилармонии состоится концерт, где примут участие республиканские артисты. И, безусловно, гвоздем вечера станет исполнение танца «Звенящая нежность», который покорил сердца тысячи жителей региона. Орлана Байдоба, Яно Юн, Мирана Иргит, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. Я, Инна Клоян, с вами прощаюсь.